Доброе утро все мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня я жду гостей, сегодня суббота. Приезжают брат с женой, дети и еще кое-кто. Пока я говорить не буду, надо у них разрешение спросить, будут ли они показываться или нет. Посмотрим. У нас погода сегодня хорошая. Утро убрались, за скотиной ухаживала, детей накормила. А сейчас внуки помогают мне готовить. Мясо все у меня сварилось. Делаю салаты. Боюсь заразить семью какими-то червяками. Я не знаю, как они называются. Вот боюсь, всегда боялась и боюсь. Поэтому после жарки я тушу. Обязательно. После 2 часов придет Юля помогать. Вчера приехала сноха Марина, мама моих внуков. Я бы ее пригласила бы. Она бы и помогала бы, и с нами посидела бы. Но я ей сделала карантин на 2 недели. Она согласилась. Она погладистая у меня. Она слушается. Никогда претензий никогда не бывало. Не ругаемся. Все у нас хорошо. У нас дети общие с ней. Поэтому зачем скандалиться, обиды держать? Пока она на карантине. Я боюсь. Действительно боюсь. Боюсь заразиться, заразить детей. И мне нельзя заразиться, и детям нельзя заразиться. Хочется еще пожить, поставить детей на ноги. Остальные дети у меня определенные, слава богу. 2 дочки. Ну и мальчиков охота определить. Пока жива-здорова, пока могу ухаживать за ними, слава богу. Пока ездию на машине, работаю по дому, готовлю. Влог снимаю, деньги зарабатываю. У нас кое-кто выходит замуж. Только не внучка. Не думайте, что Милана. Нет. Сегодня я покажу. Постараюсь показать. По крайней мере, я сначала разрешение спрошу. Кое-кто может не согласиться. Потому что все боятся камеру. Это мы уже привыкли. И я иногда боюсь. Иногда и мне неудобно. Неудобно говорить нормально на русском языке. Неправильные слова говорю. Ну ладно. Я татарка. Мне 50% скидка. Можно. Самое главное, вы, мои любимые, меня понимаете. Сегодня вы, конечно, меня извините. Я выпускаю все вчерашние комментарии. Отвечать сегодня не смогу, потому что у меня времени нет. Когда завтра провожу своих дорогих город, тогда после обеда я уже смогу на комментарии отвечать. Но сегодня, походу, немножко хочу снимать видео. Все, что готовлю, не буду показывать, как и что, к чему. Но кое-что могу показать готовое. Стол могу показать или что-то еще. Гостей могу по их разрешению показывать. Ну вот. Что еще хочу сказать? Да, спасибо вам, мои дорогие, за вчерашнюю мою посылку. Вместе со мной и вы обрадовались, и поддержали и меня, и Любу. Люба, вам огромное спасибо. Мне неловко было, конечно, получать такие подарки. Все-таки они дорогого стоят. Я не знала, что есть такой платок «Молитва». Не слышала об этом. Я, оказывается, многого не знаю. Но очень приятно. Мне такой платок, кстати, мне платок «Молитва» и остальные подарки очень понравились. Варежки тоже сильно понравились. Там, если насмотреться, там рисунки хорошие. Здесь рисунки, оказывается, есть. Птички красивые. Посмотрите, красота какая. Одно удовольствие носить. Буду носить, Алла Верса. Спасибо вам большое за такие подарки, за внимание, за уважение. Я обрадовалась. Обрадую сегодня своих гостей. Буду хвастаться. Да, не без этого. Буду хвастаться. Ну что еще? Больше пока ничего. А вот мои любимые помогают мне. Чистят они картошку. Привет.
Всем привет. Всем привет. Картошку чистите, да? Да. Сейчас они пылесосили, протерли везде пыль. Мне, конечно, очень приятно. А вот мой цветок. Хризантема. Цвет желтый. Цветет. Вот еще я посадила дома. Я люблю запах хризантемы, поэтому решила посадить дома. У меня окна запотели, форточку потом открыла. Форточка закрытая была. Это от того, что у меня пар. Все варится, поэтому пар везде. Вот такой стол накрыли. Около 10 человек будем. Вот такие бутербродики. Божья коровка Юля сделала. Мой любимый салат крабовый. Юля еще какой-то салат сделала. Не знаю, как называется. Это у меня рыба жареная и потом тушеная. Салат из свежих огурцов. Копченая рыба, селедка, маринованный лук. Тут все холодные закуски только. Еще не до конца накрыли стол. Сейчас накроем до конца. Вот мои гости приехали. Наиля Женей стесняется, конечно. Брат старший. Салавата мама. Гульнур Кудагы. И у нее пара. Ферит абай. Ферит куда? Они молодожены. Можете поздравить их. Желаем самое главное здоровья, счастливых много дней. Угу. Чтоб жили до 100 лет. Угощает свою невесту. Скоро у них будет никах. Это мой зятек. Салават. Как всегда улыбается, жизнерадостный, устал, из города приехал. Это моя Юлечка. Красотулечка моя. Режиссер. Всем привет. Дети в спальне. А это я, мама Гуля. Будьте знакомы. Доброе утро всем. Продолжаю сегодня с утра снимать. Провожаю брата с женой домой, в город. Счастливо вам доехать. Спасибо за все. Ага. Спасибо за все. Пожалуйста, приезжайте еще. Да, еще приедем. Сама приезжай. Самой некогда. А? Самой некогда. Ладно, приедем все равно. Ладно, Будет давай. время, приедем. Ладно, пока. Ага, счастливо. Спасибо за баню, за угощение. Пожалуйста. И вам спасибо, что приехали. Что не забывайте. Время так быстро прошло, пролетело. Сидели, разговаривали, в бане купались, вспоминали родителей. Всех. Пока, Авой, пока, Женей. Вот и все. Погода у нас хорошая. Ветра нет. Где-то минус 10, 11, наверное. Мороза
Дышится хорошо на улице, сижу. Сегодня утром еще топили баню. Брат с женой купались. Сейчас дети искупались. Я вчера купалась, сегодня не пойду. На огороде снега мало. Еще что-то снега нет. Когда вот здесь много-много снег накопится, я в бане парюсь и здесь поваляюсь. Потом обратно иду в баню париться. Вот это да! Кто парился, знает, что это такое. Сколько бы жару не кидаешь, все равно как будто жар не хватает. А тело потом становится чистое, гладкое. Небо чистое, там солнышко выходит. Вчера я вас познакомила с Вадьями. Мама Салавата замуж выходит, скоро у них никах. Вот мой сюрприз вам. На этом я свой влог заканчиваю. Гостей проводила. Теперь надо взяться за уборкой. Всем пока-пока. Всем желаю здоровья. До следующих встреч.